Радыётэатр. Лепшае. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і тэатра перад мікрафонам. Шаноўныя, мы працягваем складаць анталогію твораў, якія з'явіліся дзякуючы супрацоўніцтву беларускага радыё з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Сёння вас чакае першая частка радыёверсіі спектакля «Таблетку пад язык» па аднайменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Вымушаны падзяліць запіс на дзве часткі, каб вы пачулі яго цалкам, а таму ўжо сёння запрашаю далучацца да канала «Культура» роўна праз тыдзень. І спачатку колькі слоў пра п'есу і спектакль. Жанр твора, напісанага ў 1972 годзе, аўтар вызначыў як камедыя-рэпартаж. Гэта дазволіла яму паказаць сучаснага чалавека, яго штодзённыя заняткі і глыбокія працэсы, характэрныя для развіцця тагачаснага грамадства. Драматург паставіў вострыя пытанні, звязаныя з ростам культуры, духоўных запатрабаванняў чалавека, з тым, што магчымасці для задавальнення гэтых патрэб яшчэ пакуль недастатковыя. П'еса «Таблетку пад язык» стала не толькі вялікім уласным поспехам драматурга, але і значнай з'явай у савецкай драматургіі, атрымала ўсесаюзную славу. Пастаноўку на сцэне тэатра імя Янкі Купалы ажыццявіў Барыс Луцэнка. Ён інтэрпрэтаваў п'есу як сельскую камедыю. Сюжэтныя канфлікты спектакля вырашаліся камедыйнымі прыёмамі. Галоўны персанаж – старшыня калгаса Каравай. Гэта станоўчы герой, але ў некаторых сітуацыях ён вымушаны рабіць не вельмі прыстойныя ўчынкі. У спектаклі акцёраў купалаўцаў шмат камедыйных сітуацый, абыгрывання якіх іншы раз становіцца самамэтай. У выніку важныя праблемы, пра якія пісаў драматург, адышлі на другі план. Прэм'ера спектакля «Таблетку пад язык» адбылася ў Купалаўскім тэатры ў студзені 1973 года. У 1978 з'явілася радыёверсія пастаноўкі, над якой працавалі рэжысёр Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Аляксандр Гіль, гукааператар Тацяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Мехаў. І сёння, нагадваю, мы слухаем першую частку аўдыётвора. Дзеючы асобы і выканаўцы. Каравай, старшыня калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Дзед Цыбулька, калгаснік-пенсіянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Юрка, яго ўнук, акцёр Аляксандр Вавілаў. Аксана Смятанкіна, маці-адзіночка, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Тамара, яе дачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальшэўская. Іван Швед, артыст Уладзімір Кін-Камінскі. Лідія Сямёнаўна, настаўніца, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Васіль, яе сын, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Святлана, сакратар-машыністка, актрыса Святлана Нікіпелава. Канцавы, брыгадзір-аграном, акцёр Юрый Авер'янаў. Вера невядомая, бібліятэкар, актрыса Алла Ільяшевіч. Ломцеў, прадстаўнік зверху, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Крэндзелеў, пенсіянер, старшыня групы народнага кантролю, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Скаромны, раённы нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Паляныця, нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Луцевіч. Сяброўка Святланы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Сяброўка Тамары, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова.
Чого? Ваня, Чого ти ти? старшиню не бачив? Ти не бачив я. Ти старшиню не бачила? Ні, не бачила я. Я же могла. Пойду сюди. Василь, а мо тебе тут, которая дожидается, а я затрымливаю, а? Ды не. Вось пакуль не. Ну, а як дипломная? Готова, закончена? Ну, яшчэ раз перачытаць. І можна на машинку? Так ты отдай Светлане. Я загадаю, она грамотная машинистка. Да не трэба. Не трэба загадваць, я лепш сам. Ну, гляди, Василь, а то она у нас капрызная. Нічого. Василь, а може допомога, якая потрібна? Так возьми аванс, потім розлічимся. Закабалить хочете довжком? Не довжком. Обов'язком. Громадянським. Ну, не треба, Владимир Андреевич. Що? Не треба, як на мітингу. А я вже давно зрозумів, що як спеціаліст я вам потрібен. Ну, а що далі? Ну що ж, давай по-діловому. Давай. Ну, я к тебе приглядівся. Думаю, з тебе толк буде. Так от, давай, обороняй свой диплом і гайда сюди, до нас, у маяк. Ну, направление я организую праз міністерство. Даю тебе посаду головного інженера. Оклад 80% майго 240. Да ніякий завод, ніякое конструкторское бюро тебе такого оклада не даст. Не даст. А мы даем, потому что зарез. Ну, голова варить, справу свою любишь, толк будет. За 240, Василь. Коммерция. Что коммерция? Ну что, купляем мозги за 240. А вы бизнесмен, Владимир Андреевич. Наш, ведомо, советский бизнесмен. Это нават цікаво. З вами буде весело. Ну, значится, не разменемся. Не разменемся. Только ось, чему вы так думаете? Про наше поколение, то есть про меня. Что нас можно заманить только долгим рублем. Но ті только руб нам потребен. Ну, чему руб? Ну, руб неделя рубля. А мотоцикл? Реваз Запорожец. А магнитофон, транзистор, гитара. Такие речи у наш цивилизованный век потребные. Да не, нават необходные. И все. Все. Не, Владимир Андреевич. Не. Работу мне по душе. Каб душа горела, каб душа кипела. Не службу за рубель, а дело. И такое дело, каб простор был. Каб разгон был маром моим. Каб ни ранком, ни вечером спокоя не было. Каб дух займало. Каб дня не хапало. Ну, каб попросил сутки подолжить. А вы одразу ж у руку суете. Вы хабра давали? Ну, дык вось. Ваши 80% вельми на хабр подобны. Ух ты. Ты суковатый. Ну, значит, стошепимся, значится, не разменемся. Ты тут тебе таки простор буде, таки разгон, что и на мое життё хопить, и на твое. Друг ты мой, рабиновый. Вось таки мама. А что мама? Ну, не хоче, каб я тут заставаўся. Чему? Ой, Владимир Андреевич, гэта доўга рассказывать. Вы лепш сами з ёй поговорите. Да не может быть, каб Лидия Семеновна. Ну, вось. Слухай, Василь, а я завтра да я поеду, поговорю. Ой, не трэба. Чому? Не трэба. Яна завтра сама до вас прыйдзе. Серьезно? Серьезно. Ой, Владимир Андреевич, вы пробачьте меня, я спешаюсь. Пробачьте. Спешаюсь.
Слухай, плюнь и разотри. О. Ой, ой, жаробки рыжие! Как ты подавился языком своим? Фу! Бугаи! Ныры! Жаробки! Ослы! Слухай. Что? Слухай, ну а коли там что и было, а? Ну так и что ж тут такого уже, боже мой, ой. Ой, у меня еще не то, было ничего. Ось, бачиш, знов позніться. Ну, добре, ну я йому... Да не злуй ти на його. Василь такий хлопець. Ну, ось такий Ну, хлопець. які ж ён такі, ну, які? И он любит тебя. И он тебя так и любит. Аж млосно робиться, аж зайздрость бере. Ти откуль ведаєш? Усё село веде. Усё сяло ведає, одна я тільки не ведаю. Не говорил. Не говорив. Слухай, ён же дзеля тебе з города сюды приезжает. Ой, с дипломом. Инженер. Такая любовь. Да гэта Владимир Андреевич його охмурив. А я би у город поїхала. Слухай, ты накинь на яго поводок. И ён як покорливая телятка. Куды ты, туды и ён. И он упираться не будет. Да не, мать його не любить мене. Конечно, мать. Мать наставница. Яна яго любить, а тебя боится. Яна думае, что ты з яго вяровачки ведь будешь. Что, веровочки? А ось і добре. І буду віть вяровочки, да такі м'яконькі. Тихо, ты не Василь. Сховайся. Ну-ну-ну. Которая тут збирається веровочки весь. Дед Цибулька. Да все с транзистором. Вось гэта кавалер. А что? Вот вышел унука подменить Юрку. Покуль он там с книжками, завочник же, так я вот тут каля яго девки и покручуся, Ой, каб не дед. сумовала. И транзистор у яго одобрав, а то уключа и глядить у книгу, а бача фигу. Ой. Як еще наши деды применительно к нам говорили, не хочу учиться, а хочу жениться. А мы теперь перед вами формулируем так. Книжка в сумце, а цицка на домце. Ой, ну, дядуля, веселый ты. Веселый. Побудь з нами за кавалера. Ходим. Ну як не прикаем. Ох вы, ластовочки мои, синички, перепелочки. Вернуть бы мне мою молодость. Так, ох, як бы я вас прикаял. Во, и Василь ваш з'явився. Ну я пойду, не буду вам тут, а то ще скандалить почне, приревнує. Ой, я пойду. Ну, розумієш, старшиня затримав. Ось. Ой, як от тебе пахне. Бензином. Ага. Подобається, коли пахне бензином. Вельми. Девачка. Бензин же тобой пахнет.
Семеновна, за рулем сидеть, самолет летить, а старшини ще нема. Диалектика. Не пропели б певні, і Соніка не прочнулася б. Так і ліко було. Каб тобі ядри у шорнах тискали, як ти тискав їх. Злидіння бармот, тьфу тобі в очі. Каб тобі п'ятаками їх зачинила. Кому гэта ти стільки ласкових слов наговорила? Добрий день. Добрий день. Старшині немає ще? Ні, ще нема. Ну так, рано, ще Рано, рано. Ну ці чути, а? Каб на моє ліко, де такое горе узвалилося. А что такое, Оксанка? А что недоброе приключилось? Ай, не пытайся, дед. Ну? А ты не соромейся за бабу выметать смети, не соромейся. А я не соромлюся. Гэта ж трэба, гэта ж трэба. Каб на моё лихо, ды такое горе узвалилось, а? Ах, ён О, гляди, вон, иди, о. Ага. Вот я ему зараз, а? Каб тебе пусто было. Каб на тебе лихо ездила. Каб тебе ядра у жорнах тискала, як ты тискав її. Па ўсім відаць, толькі што дачулася пра сваю дачку. Яно заўсёды так. Маці апошняй даведваецца. Да і то. А каму прыемна расказаць пра такое маці? Что, заметаешь следы, дед? Якія такія сляды? Да, брат, твоя баба научит тебе и мышей ловить. Сама, небось, спеть, а тебе ни свет ни зара подметать выгнала. Не твои это функции. Да не спіць яна. Трэці дзень дома няма. До сястры ў госці пайшла, да і загасцявала. А може, да кума? Вось як яно жаніцца на маладой под старость. Пад старасць. А ты чаго брындаеш да раніцы? Усё ныкаеш, нюхаеш, дзе б якую удаву ці перастарку палапаць. А бармон? Ну, не крыўдуй. Нельга пожартовать. Пожартаваць. Малакасос. А чаго это ты ўспароўся ў такую рань, а? Ці мо дзеўку якую ціскаў, каб мягчэйшая каму ў жонкі дасталася, а? Дело есть, да старшини. Дело. Днем яго не зловишь. Дело? Угу. То на, забяры смецце і высып у прыбіральню, калі дело. А что я вам? Не пярэч, калі дело. А я вады налью ў графін. Слухай, дед, А? ты б яму самогонки для смеху. Дык не любіць самагонку. Усё больш каньякі паважае, да і то пры начальстве якое паважней. Ваня, а якое такое дело, а? А там... Ну, не хочешь, як хочешь, я бы так. Ой, Ваня, гляди. Ай-яй-яй, во прэ, а? Во лупить. Бачиш, якую технику прогнали? Это ж ён наўмысныя пакінуў на вуліцы, нагледзены. Для энтузиазма. Для чего? Ну, ура! А, ну да. Слухай, Иван, а вон та вот с кривым колом великим таким. Ну, во. Транспортер клея. Что это за машина, а? Каналы поглублять. Да, человек 100 заменить. Ну, 100 не 100. Не, 100 не менее. Ну, таких, як ты, то и 300. Дурак. Мне уже нечего заменять, я уже замененный. Я на пенсии. Як месяц, да 32 целковых отваливают, забудь здоров. А вот тебе, Иван, яна заменит техника эта. Ага, лечи уже заменила. А? Что, не? Ага, то-то ж. Ну, куды ты таки вот перадьёй? Хоть и здоровяк, а перадьёй ты 0. Вот так, Ваня, вот. 0 без палочки. Да ну тебе. Слухай, Иван, и это правда тебе только плявозгуют, нібы ты Сметанкину Тамару, ну, Оксанкину дочку, Ну? притиснул у соломе. Слухай, дед, будешь ты плявузгать, подпалю хату. Обяцаю, и никто не чоў. Ну, что ты, дурню, з'ярпенився, спытаться нельзя. Про такое нельга. Покуль твою бороду моль не побила. Ой, Ваня, Я тесно. Что тесно? Что тесно? Тесно ему. Я кажу, тесно будзе ў сяле, калі такая техника на поле пойдзе. На вуліцы будзе тесно. Ни одного яна выцесне з села, асабліва тых, которые, калі ходить не умеют. Калі не спец, пайшоў вон, скажа, и крышка, и облизніся. Понял? А? Что? Не? То-то ж. Такі, брат, способ работы починается. А способ работы он все перавернет, все перайначить, и кого куды трэба приспособить. Тут, брат, адукація патрэбна. Диплом. Ага, спяшаются с дипломами, аж падают. Грязь месить весной да осенью. Вуния кольки по самые ноздри. Так вот то-то и оно. Там у городе что? Тротуар.
у щублетиках, цигаретку ў зубы, руки ў кішэні і ўсё. Адрабіўшы, конечно, свае 8 гадзін і 12 хвілін. А тут ці гразь, ці пыл, плюс к таму ва ўсіх на воку. Абы што якое, і пайшлі плявузгаць, костачкі перамываць. А, Ваня, для сакрэтаў сяло мала прыспасоблена. Вот для маралі яно можа і к лепшаму, таму што трэба апасацца, рабіць што-нибудь такое, такая, як ты. Эй, ды к чорту, даволі, хопіць! Я ў горад падамся. Я там любую прафесію асвою, не прападу. А тут, эй... Вот. Так значит, я разгадал твое дело до старшини. Только чего ж ты кричишь? Тут, брат, криком не возьмешь. Тут подыход треба иметь. Дед, тут не только кричать, тут завыть можно. А выть можно. Выть сколько завгодно. Вы. Вот кричать без толку. А вон и он, старшиня, свекор. А ну давай, Ваня. Гляди, да чуется, так будет тебе свекор. Давай, отсюда, давай. Так вот, головний поставщик ён, яго бригада осенью выкопали, а вывести не поспели. Так. Ну, грязь, лякоть, бездараж. Колькі ў тебе концавы? Десь 30 гектаров, тонн 500 будет. Не, 576 по актах. Скоромный, хорошая бульба. Ключи, концевые. 8 копеек за кило богате привалило. Не зевай. Лады. Ну, тонн 200 нашкребем у других бригад. Лады. Здорово, Цибулька. Доброго рання, Владимир Андреевич. Ну, баба знайшлася? Не, баба нема. Але тут порядок повний. Так. Товарищ старшиня, я Иван Швед, я до вас. Ага, здорово. Добрый день. Ну, почекай, поспеешь. Поспеешь, я тебе сказал. Давай. Але, товарищ старшиня, головний параграф нашого договору за тиждень вивезти і руки помыть. Вам гроші треба, мне час дорог. Ну, як говорить, дорогая лиска к обеду, так що тиждень. Тиждень – это наша головная умова. Да ты не дави, не натискай. Не давлю. Ты повинен зразуметь и наше становище. У нас беда, а зимы вымерзли. Зима была трудная, бесснежная. Вот только в его бригаде 100 гектар ахнуло, пересевать треба. Все. А насіння якое угрохали? Якое? Еліту. Душа болить. Пересевать треба. И весенний план дать треба. Треба. У нас и так кожная година спрасована до нельга. А тут ты за жабры берешь. Что я, Ну, Христом Богом, прошу, скоромный, людей не хапая. Ну, прибав пару дён, а? Ну, пару. Братцы, ну я не могу, я сам могу погореть, не могу я. Ну что ж, и он нас не чуя, обрыв кабелю. Юрка! Юрка, объявляй по колгасу Аврал. Мигом на диспетчерскую, передай парады усім бригадирам. Ну, все, кучим справа. Ну, ясно. По сигналу полундра, фал-ундер, что означает «стиражись и падай сверху». Передай диспетчеру парады контролировать кожную годину, як стихийное бедство. Да гроши же ее стихийный бедство, Владимир Андреевич. Не, коли их нема. И худенько сюда, Юрка. Так вывозить я повинен своими силами, Владимир Андреевич, так? Так, браток, своими. Снять трактор из посевной, так? Да гроши треба не валяются. Ему не продадим, свиньям скормим. И анекдот про нас пустить. Свиней грошми кормим. Владимир Андреевич, да вы ж самі ведаете, кольки у моей бригаді вокон дошками закрыжавано. Ну, еще 3-4 дні няма рук, зразумей, няма рук. 7 дён, все, товарищи. Людям сеять треба, люди есть хочуть, товарищи. Рабочий класс бульбушку любить и городская интеллигенция. Ну, во. У кого гроши, то и музыку заказывает. А гроши его. Можно, Владимир Андреевич? А, заходь, Василь, заходь. Заходь. Добрый день. Ага. Привет, концовый. Здорово. Ось, подпишите. Ага. А ты чего такий хмурый? Хопить! Черт возьми наши парадки! Не могут, бачите, приехать и забрать! Мое дело вырастить и собрать, а реализация не моя справа! Не моя! В учим политэкономию на 5 экзамены сдаем, а на практике
Давно пора отделить сферу вытворчасці от сферы обращения. Я специалист, я агроном. Я у бригаду напросился каб сеять, выращивать, убирать. А тут на тебе. Да у меня хапае своих проблем. Унь, у минулым годе. Якая пшеница выросла, а? Центнеру по 40 с гектара, а полягла. Не болела душа. Не крыўдна. Во як крыўдна, і цяпер баліць. Чаму полягла, ад чаго? Во пра што мне думаць, не перадумаць. А вы мне погрузка, выгрузка, 8 копеек, 12 копеек. Не моя гэта справа, Владимир Андреевич. Не моя, да і не ваша. Не ваша. Чаму бульба до гэтага часу ляжыць у буртах? А нехта ж быў павінен прыехаць, забраць, пагрузіць, выгрузіць. І нехта, між іншым, зарплату получае за тое, што павінен быў гэта зрабіць. А? Ну што, не? Гляди ты, мои пытальники ставить. А? Что? Нет? Усенародный вопрос поставил. Боевой певень. А почакай, хто пашле инженера закручивать гайки? Во-во. Наполнять автомобильные камеры. Укопывать телеграфные слупы. Ага, смешно, смешно. А агронома не смешно. Не соромно. Меня 15 годов учили для гэтага. Ну что, не крыўдна, Василь, скажи. Ну, а чего ты у меня пытайся? Ты вось у Владимира Андреевича испытайся. Его в опыт. Ему видней. Дорогий ты мой энтузиаст. Ну, конечно, твоя правда. Я виноватый. Ну, злитуйся, не суди так строго, более так не буду. А пошний раз, ну, гэтые 500 тонн поможи вывести, а? Ну, коли опошней. Клянусь. А гайки сам буду закручивать. Никому гэта не поручу, не перепоручу. Ну, браток, ну что, лады, а? Ну, Владимир Андреевич, коли опошнее. Опошний. Ну ладно, латина. Послухайте, каханенький, а кого кормить будем этой бульбой, Слушай, дед, это державная тайна. Идите к Светлане, оформляйте договор. Зараз. Ну, добре. Дед, я так само пойшов. О, я з вами, Владимир. Старшенька. Старшенька. Что, Оксана, ты до меня? До вас. Беда у меня. Поможите. Ну, якая такая беда, выкладывай. У меня такая беда. Старшенька, что треба этого з вока на вока. А, ну, можно з вока на вока. Дед. Дед, ну чего ты в уши натопырила? Давай, дед, давай. Зараз она ему расскажет музыкальную комедию. Ну, иди ты уже развесив в уши тут. Ну, якое там гора-горка, якая беда с тобой приключилась? Да не со мной, старшинечка, с ёю, с дочкою. Ай, ну вот, мам, ну... А что, захворела? Горой за хворобу. А что такое? Старшинечка, швед Иван Поголовску пустил. Все село гудить. Что он с ёю, что он ее этого... Ой, ну, мам, У соломе коля гумна, коли все обедать пошли. Что, сирот бела дня? Да уже старшенька. Это ж старшинечка, вам не Давай, город, слухай. а село. Усе Что? люди только и говорят про это, а мать... Молчу, родненький, молчу. Добрый день, Павел Васильевич. Дякую. Дякую Богу, так само здоровый. Ага. Калі? Не, да в любой час. Ну, я ж теперь постоянно дома. Ага. Все в порядку. Ніяких порушенняў не будзе. Ліцэнзія ёсць. Паляванне будзе, закачайся. С кем? Не, коли вы лічыце, што людзі патрэбныя... О, можем запросить и вашего подначаленного. Ну, районного дядьку сельгастэхнікай. Ну, не трэба, дык не трэба. Глядзіце самі. Ну, жду.
Усяго добрага. Привет вашим. Выбачайте, старшинечка, у вас важные справы, а мы вот это вот только... Так что ж мы повинны решить, Оксана, а? Водички принес. А? Пошел, пошел. Слухай, Ага. а нехай теперь женится, коли б поголоску пустил, а? Так же не охоча. Як не хоче. Разбойник. Примусим. Покличу в кабинет, притисну куток и захоче, Оксана. Яна не хоча, дурница гэта его. О, на адрес. А чему? Чему все-таки, Тамара? Знайшли мне жениха. Ой. Хто тобі знайшов? Хто тобі знайшов, а? Ти сама знайшла. У соломі був хороший, а тепер не хороший, а не хороший. Мама, нічого в соломі не було. Як это не було? А люди що говорять, а? Говорить, хай говорить, а все равно не було. Ну, а як же ён тады, Тамара, это... Викрутилося і все. Да я не про тое. Не было, так не было. Але як же ён пусціў славу? У клубі позавчора. А для чого? З якою метой? Слухай, Тамара, ти, може, п'яний був? П'яних у клуб не пускають. Во, старшинечка, телефон гудить. Во. Каравай слухає. Що? Які запчастки? Як усякие? А, чекай. Чекай. Что? На вашу базу привезли? Ну, дякуй. А навошта ж мне тебе выдавать? Наадварот? З мяне Магарыч? Ды гроб, могила. Слухай, ты вот что. Завтра мой инженер будет у вас. Ну, так ты ему подкажи, а? Ну, будь здоров. Светлана! Я зелье. Дед, Юрку давай. Ага, даю. Зараз. Юрка! О! Юрка! Владимир Андреевич. Юрка, только что звонил грузчик с районной базы сельхозтехники. Привезли великий выбор запчасток. Так. Знайди инженера, Так. передай мое распоряжение, каб завтра раненько был там, и хай выбера, что треба. Ну, між іншим, перед начальником райсельхозтехники може проговориться. Об чым проговориться? Ну, что его начальство будет завтра у меня гостевать, на полевание приедет, ясно? Ясно. Ну, только ж не у лоб. Ну, ясно, полевание не в лоб. Добре, пошел. Старшинечка, запитаю Да. його родненький. О. Юрка! Что? А ну сюда. Ходи сюди, ходи. А что это у вас там у клубе деется, а? Распускаете паскудные плетки? Так это ж не он. А, ну, что было, то и было. Нічого не було. Так я ж не про то, что не было. А про то, что было, что Иван Швед Тропавский. Ну, это ж было. Швед. А ты кто, турок? Ты секретарь комсомольского комитета. Ну, покой, что секретарь, так ненадолго ж. Не мог ему заткнуть клапан. Владимир Андреевич, ну не при мне было. Коли я пришел, все ржали, як жеребки. Ну, а як же нам теперь? Он же и покрыл не славит. Ну, коли взять справку у доктора, Я... то ты можно и под суд. Ты за поклеп, ты за то, что было, коли было. А? Оксана, ну? Значит, возьмем справку. Правильно. Осторожно, ты что село? Владимир Андреевич, ну вот, это тихайте вы, бабы, успокойтесь, тут важная справа. Владимир Андреевич, ну вот. Ну, посидите, почекайте. Ну вот, Зараз. договоры готовы, моя печатка на месте, подпись тут же. Засталося вам подписать и деликатно, як поцелунок, притулить свою и концы. Что, и концы в воду? Молчи ты, дед, Что молчи. молчи? Слухай, скоромно, так это ж не кормовая бульба. Так а я про что я? Так, а же вы хотели скормить свиньям, так? Ой. Так. Значится, коли мы не у термин вывезем, платим штраф. Так, конечно. А з вас ни за что ніякого спросу. Владимир Андреевич, договоры типовые. Не я затвержав их форму.
О, и не я скоромный. А кто? Ай, да молчи ты, дед, не лезь. На жаль. Владимир Андреевич, не подписывай. Продешевили, а? Ну, конечно. Ну, об Егоры уже скоромный, ну, продешевили, а? Ну что ж, коли ласка, еще не поздно, можем порвать. Владимир Андреевич, можно было бы копеек по 10 за кило. По 10. Ух, кулацкая жилка у тебя, дед. Перед тем, як говорить мне такие слова, тебе варто было б застраховаться. Гляди ты, який бойовий воєвничий певень. Не за свое, а за народное. Вот гони копейщину за кило, а не дам. Не продадим и все. Гони копейщину за кило и баста. Теперь весна, бульба у цене, и на насенье, и на прокорм. Покуль молодая подрасте, у цене она. Ну, бачишь, скоромный, народ потребует. Вот этот дед, это ваш народ. Смеху варты ваш народ. Ты же подхалим, дед. А який я тобі дід? Унук мне знайшовся. Шерий вовк тобі дід, а дикая коза бабка. От я загадав би таких унуков больше 2 месяцев не носить. Я тебе народный контроль, а не дед. А ты вот смаркач. Я зараз дружинников покличу тебе на 30 соток обскубуть. А за народное добро я готов не только волосы, але и голову положить. Его голову, конечно. Правда что? Товарищи, бульба куда пойдет? Ну? У город. Ага. Кому? Рабочему классу. Черт побери, что с рабочего класса рвать? 10 копеек рвать. Ох, Владимир Андреевич, ему треба растлумачить, что такое для державы стабильные цены. Ну, а вам? Какие цены? Стабильные. Ну, постоянные. Значит, на бульбочку стабильная цена. Ага. Владимир Андреевич, а вот машины, запчастки, лес, шифер. А вот мы возьмем усю бульбочку, да на самогон, да на базар, да по рублю за пол-литерку. От будет конкуренция вашей экстры. И заробим не по 8 копеек. И наша бульбочка виноградом станет. И ты, дед, не по адресу телеграммку посылаешь. Я сам гору на этом коньяку. Да, дед, ты, брат, залез не в свой огород. Что это не в свой? Да-да, не с твоими зубами туды. А чему это? А я еще не без зубы. Это коли мужик голодный, тогда он, думая, размышляя про кусок хлеба для детей, да про клок сена для коровки. А я теперь сытый. От сытому мужику якраз у самый час браться за политику. Тем больше я на пенсии, значит, есть час подумать. А по-другое, с посады меня не скинешь. Меня уже звергнуть нельга, хоть я есть самодержец. А критика теперь дозволена и сверху вниз, и снизу вверх, и во вчерашний день, и в сегодняшний военный як. Ну, а теперь иди глотни свежего поветра, рата. Пошел. А? Талент. Талент. Ой, ты, дед, подхалим. Ну, так что, Тамара? Не пойду я до доктора и не буду брать такую справку. Не буду, все. Что? Як это ты не пойдешь? Мы с тобой тут уже договорились, а? И он тебе так, а ты готово. Як, мама? Ну ён же нічого не зрабіў, што языком трапануў. За гэта судзіць не трэба, он просто дурень. Владимир Андреевич, Ага. до вас наставница Лидия Семеновна. А, прости, Светлана, прости. Калиновская Лидия Семеновна. Вот яна, человек разумный, может пораить? Може, старшинечка, може. Доброй раницы. Доброй раницы, Лидия Семеновна, доброй раницы. Доброй раницы, Заходьте, учителька. коли ласка. Давненько вас не Сядайте. бачила. Доброй раницы, Оксана, доброй раницы. Вы еще не чули про их беду? Чула. Вчора вже й до нас. На новий хутор долетела гэта новина. Вы бачите, старшинка, Ну бачите, не вот было, Лидия Семеновна, честное слово, не было. Ну я веру тебе, Тамара, веру. Ну ты супокойся. Слухайте, а может он хочет ожениться?
Домой пустил плетку, как подпугнуть других. Во, старшенька, я так думала, говорила з ім. Ну? Не вельми он рвется. А что? Матрос, каже, хай на ёй женится. Во. Який матрос? Ай, ну, учора поехал. Отпускник был. Чий гэта? Зіны, Голодедовой сын. Ну, з ім я пайшла танцевать у той вечер, а не з Иваном. Ось гэта ўсё так вот. Так яшчэ і матрос? Але ж бо, старшенька, матрос яшчэ, ага. Ну, Во. тут без папа не разбярэшся, Лидия Семеновна. Не, и что ж мы повинны врашить, а? Ой, и розуму не подберу, а? Ты ж ведаешь, як без бацькі гадавацца. Учителька, у маці, кажуть, уся пошла у маці, а? Оксана, ну что ты, Оксана? Гэта ж трэба такое, а? А хіба тады такое было, а? Моих хлопцаў война позабивала. Женихи мои земельку парать. На ўсё село 7 мужиков было. Не хотела я оставаться без дитяти, сына хотела. А Бог тебе, дочушка, в наказание послал. Ну, мам. Не было женихов тады. Не было. Ой, мама. Іх і цяпер небагата. У горадзе ўсе, он спачатку ў салдаты, а потым у горад. Але ты яшчэ і пераборлівая. С такой славой вековухою девкой застанешься, а той горой будут лететь, как на... Оксана, это вам не соромно. Не буду, учителька, не буду, родненькая. Ну, разбойник. О, еще який разбойник, старшенька. Тамара, а сама ты что надумала? А я у город поеду. Характеристику только хорошую и справку. И ты у город? И я у город. Ну, браточки, это уже черт ведаешь что. Не, у Владимира Андреевича. Что, Лидия Семеновна? Владимир что? Андреевич, у девчины такая слава тебе. Лидия Семеновна. Я веру тебе, Тамара, веру. Ну, лишь я ведаю и наших людей. Лидия Семеновна. Ведаю их нетерпимость до всякого такого. Покуль что, так можно ж так поломать лёс девчине. Во, учителька, правда, во, старшинечка, будут глядеть, как на бракованную. Ой, мама, ну что? Оксана, ну А коли что вы? посватается кто-нибудь, да какие-нибудь нееглые, а я ж тебе ведаю, дочушка, абы за кого ты не пойдешь, да я не хочу, кабы абы за кого. Не такая ты, каб абы за кого. Старшинечка, родный, отпусти ее, а? Владимир Андреевич. Подумай ты, Тамара. Ага. Вот тут ты выкрутилась, а в городе соломы нема, там не выкрутишься. А там выкручиваться не треба, там никто не выкручивается. Я тебе там что это ты такое говоришь? Оксана, тихо. Ой, ну перестаньте вы, мама. Не буду, дочукна, не буду. Наусик, замуж выйду. Я сюда вернусь. Специалиста еще вам хорошего привезу. Ну, добре, ты иди, Тамара. Мы пораемся. Ага, старшенька, моя дочухна як королева, а? Правда, учителька? Дай Бог, як королева. Подумай ты, Оксана. Ага. Отпускать ее теперь з вачей. Ага. Может, по руках пойти, коли правда, что она поспитала. Пособешь, знаешь. Ой, не дай Бог, старшинечка. Дякуй тебе, старшенька, за пораду. Великая тебе дякуй. Ну, добре, Ага. так і быць. Отпускаю. Ага. Толькі такая умова. Няхай гэты тыдзень папрацуе і паможа бульбу адгрузіць. Ну, чула, што людзей не хапае. Старшинечка, Ну? родный ты мой, соромеется яна. Може, і сапраўды нічого не було, соромеется. Тут... От людей ховается, да любовь. Лепей я, у 2, у 3 смены за я, старшенька. А? А? Спасибочка тебе, родная старшинечка. Учителька, спасибочка тебе, красуня наша, ой, божечка, костюмчик, який у тебе, учителька, от бы моей дочушки, а импортный, мабуть, а? Ну, Оксана, ты уже зусім. Ах, милый мой, я твоя, закрой полой, замерзла я, греюсь, не нагреюсь, я люблю и надеюсь.
И смех, и грех с гэтыми бабами, Лидия Семеновна. Смеху тут мало. Владимир Андреевич. А, что это? Ну, я О, Доброго здоровья, Лидия. Доброго здоровья. Коли ласка. Владимир Андреевич, коли ласка. Я пошел. Ну, добре, Бог з ними, Лидия Семеновна. Який клопот привів вас сюди? Да ви сідайте, сідайте, Лідія Семеновна. Дякую, дякую. Сідайте. Ну, перший клопот. Закривають нашу школу. Уже і загад есть. Но я разумею, маленькие вёски будут зникать. Это ж гістарычная закономерность. Але ўсё ж вельмі цяжка расставацца з насіджаным месцам. А сёлета ў раёне закрываюць 7 школ, таких як наша. Ну, а вы просите отпустить. Школы закрываем. Это ж малые вёски без детей застаются. А вёска без детей это, ну, что лес без птушек. А колькі ж іх у вас было? У 3 класе 5, у другім 3, а у першым толькі бригадіровы блізняты, 2. Что, ужо? Ужо. Так. Ну и як же теперь вы? Куды вы? Пришла просить. Перевезите и меня. Угу. И так само в город? Да не. Сюды перевезите, у нашу Любань. У вашей школе буду працаваць. Ну, Любань, село перспективное. Ах, якая вы разумница, якая вы мудрая, Лидия Семеновна. А я ж уже наполохался. Ну, значится, и Василь теперь дома с нами. А вот за сына я просить буду. Ага. Не трымайте вы его. Не заманивайте вы его сюды, Владимир Андреевич. Он же у меня вот таки, что коли привяжется. Так это ж добре, Лидия Семеновна. Нам же только теперь такие потребны. Энтузиасты. А он любит нашу справу. О, не только он справу любит. И он по молодости спокусился. Василь? А может, нават и закахался, то гэтую вашу Светлану. Ну и это добро, Лидия Семеновна. Ну, дело ж молодое, самый раз. Боюсь я за сына. Ну, не падабаецца на мне. Ну, дзяўчынка гэта наравістая. Светлана. Ну, Светлана. Заносчивая. Светлана. Светлана ганарыстая, капрызная. Светлана. Светлана. А сын же мой мягкий, добрый. А попадя ён под каблук, да яшчэ под каблук шпильку. Будзе і на ваду на ім вазіць. Ну, Вася ж мой, Вася, яго ж хоць у вуха пакладзі, і ён мягчэй ваты. Вася. Вася. Владимир Андреевич, я прошу вас, не заманивайте вы его сюда, не затрымливайте его тут. Мекотелы, кажете? Мекотелы. Василь. А, ну кто ж Василь? Ну, Владимир Андреевич. Лидия Семеновна, ему так само пальцы в рот не клади. Василю. Василю. Ну что вы, Владимир Андреевич. Ды во, ён мяне учора не тое, што стрыг, а быццам паяльнай лампай па шерсці прайшоўся. Ой, Василь. Да, мужик с характером, я б мякіше не браў бы, Лидия Семеновна. О, а вось і ён. Заходь, Василь, заходь. Добрый день. О, и мать тут. Ну так. Гостю, Владимир Андреевич. Ага. Все. А ну сюда. Давай. Вот сюда. О, Сюда. на место старшини. Ага. Лидия Семеновна, дипломная? Ага. Друкуем? Ну так. Василь. Что?
Поможи ты нам разобраться в одним заковыристым питанням. Яким питанням? Вот маці говорить про рисковатый, колючий характер. Лидия Семеновна, у мяне гэты характер склаўся не выпадкова. Я дякую вам, так сказать, за критику. Постарайся выправить свой характер, калі гэта можна ў такім узросце. Ну, я, здаецца, выкруціўся. Все ясно, Владимир Андреевич. Что тебе ясно? Что тебе ясно? Все ясно. Моя мама помиляется редко, однако помиляется. Владимир Андреевич. Ага. Вось, калі ласка, гэта вам. Дякую. Вось яшчэ Вася. Ой, прабачце, Василий Михайлович. Дякую. А ну почекайте. А гэта что такое? Где? А вот где! Это черт ведает, что такое! Абракадабра! Безглуздица! Ну, навошта вы переставили гэтае слово? Ну так, гэта памылка. Я пропустила спачатку сказа, уставила под конец, и мне здалося, что Ах, так... здалося? А ось калі здаецца, то трэба хрысціцца, альбо свистать. А вы свистать еще не навучились? Якая неаккуратность. А вы еще хвалили ее, Владимир Андреевич. Хвалил. Василь, як ты размаўляешь? Перед тобой дзяўчына. А калі яна дзяўчына, так мае право на брак, на помылки. Да ее выховывать трэба. Хто цябе выхаваў таким бурбоном? Что за тон? Ты як гараднічы. Лидия Семеновна, ну гэта же я виновата. Я, сапраўды, допустила помылку. Я зараз усё выправлю. Гэта я... Дед, выйди зараз же, старый греховодник, ты мне сегодня боек надоел. Это швед. Ну что за парадки такие? Во-во, гэта сакратар у вас такая. Дисциплины няма. Не може навести порядок у приемной. Распустила всех. А у нас сегодня день отчиненных дверей, Василь. Приемный день. Владимир Что, Лидия Андреевич, Семеновна, что? так это ж театр. Это ж МХАТ. Подман натуральный, с переживаниями. И вы их поверили, Ты да? поверил спочатку, Лидия Семеновна, поверил. Вот. Ах, якие таленты пропадают. А Василь, а? Василь? А Сапраўдный артист. Ну, а Светлана? Мама, Послухмяная, мама. покорная. Мама, а трудное становішча завжди нараджає таленти. А якое у тебе трудное становище? Ну, ось я ведаю, об чим ти зараз думаєш. Однак зрозумій, я знайшов тут свою мару. Бачу. Ну, одну бачиш, а про другу я тобі зараз розкажу. Ось нікуди я отсюль не поеду, покуль ми разом з Владимиром Андреевичем не побудуем живелогодовчий комплекс. Гэтакую фабрику цуд на 1000 голов. Каб один человек, разумеешь, один, столько мяса вырощивал, ну, каб усім хапіла. Лидия Семеновна, а ён побудуе. Да ён сапраўды побудуе тут фабрику цуд. Светлана, ты только гляди, не подманывай меня. Нельга меня подманывать. Потому что Василь – это все мое життя. Зразумей. Ой, Владимир Андреевич, ну у вас же куча справ, а мы вас тут... Да ничего, ничего, Пробачте Лидия нас. Семеновна, ничего. Усього доброго. Всего доброго. Всего доброго. О, Лидия Семеновна, Так. а плащик? Ой. Ну, а з Василем ваша правда. Усього доброго. Счастливо. Я Счастливо. проводжу. Дякую, дякую. А ну, нате пробовать, Василь. Зараз. Владимир Андреевич, Ну? я повинна идти. У меня не то, что у вас, у меня протьма работы. Что? У нее просьба работы. Артистка!
нема часу. Я с вами, Владимир Иванович. Ага. Товарищ старшина, Ну, у меня справа короткая, а то потом до вас не подступишься. верно. Подпишите паперку, справку, Какую справку? что я, Иван Швед, что я з'являюсь... О, яшчэ мне один Иисус з'яўляецца. Ага. А кто тебе сказал, что ты Иван Швед? А? Я кто? Ну, кто? Все так зовут. А, у город хочешь? У город. Вучиться? Да где там з яго этой? Я працаваць буду. Так. А кто будет бульбу отгружать? Не чуў? А? Яки ты не Иван, и не дам я тебе справку. Як не Иван? Да я Иван. Ось нават ён мяне з малку ведае. Дед, скажи старшине, что я Иван. Подпиши. Не Иван. Дед. А. Дед не Иван же он. Ну, як вас паслухаць, дык быццам бы і не Іван. Дед. А як яго паслухаць, дык быццам бы Іван. Ты каски читал, Иван? Тебе только бабка рассказывала. Каски? Ага. Ну, читал сам. Ну, так помнишь, який там Иван? Хоть и дурачок, а вокол пальца обвел и купца, и генерала, и цара, нават самого папа. Да кто ж цара, ды папа, ты наш советский. Не могу я тебе, героя социалистичной працы, вокол пальца обвести. Подпиши, старшиня, добром прошу, подпиши. У паніку ударыўся. Тэхнікі спалохаўся, вось таму і дэзертируе. Ты у меня прикуришь зараз. А у меня ёсць вот. Не могу я тебе отпустить у город, Иван. Чему? Других отпустили. Да ты ж там в улицу перейти не сможешь. Тебе ж троллейбус задали. Ничего, як упруся, дык поглядим, кто кого. Соромно такого выпускать на люди. Чому соромно? Кому соромно? Кому мне? Колгасу нашему, усей нашей вёсцы. А что, я уже таки? Да ты ж ніякий, Иван. А який ты спец? Что ты токар, слесарь, пекар, механик? Что ты умеешь? Ничего. Да вынь палец з носа, а то зламаешь. Только научился за 25 годов, что в носе колупать. Не толькі ў носе. Яго брат голой рукой не бяры. Ён у нас яшчэ які спец? Не, як на што, канешне. Что? В рабочий класс затесаться хочешь? Так же рабочий класс повинен быть передовый, ведучий. Ну, а які ты передовий, які ты ведучий, Іван? Добре. Поедешь в город. Владимир, Что ты там будешь робить? Знайду что. Ну, что? Ну, что тебе туды тягне, Иван? Там кожный вечер можно у цирк ходить. У театр, оперы, балету. А то только по телевизору да у кине бачил тых, что танцуют у Лебединым в озере. А я хочу живую поглядеть. Поглядеть, типа погладить? А что, мой погладить пошенти? Ну что? Куды гне? Не, я думаю, он едет в город чему-нибудь людскому научиться, там, профессию набыть. А он у цирк ходить. Балерин гладить едет. И не только гладить. Барбос ты, Барбос, тебе тут мало. Ты где-то иди на печь. Тут большой политики разговор начинается. Ну, вот что, старшиня. Повалял я перед вами дурака и хопить. Не у цирк и не для балерин я у город еду. Вот вы сказали, что я ніякі, никто. Сказал. Верно. А чему? Потому что я универсал. А что такое универсал, коли по-нашему сказать? Под усе бочки шпунт, затычка. Что я у вас роблю? Усё, кто куды пошли. А там я стану майстром одной справы. Одной, але майстром. А то во, дожился. Малограмотный дед, заставляя сметти выносить, попихая, туркая. Так ты ёсць турак? Гэта я малограмотны. Да я один прочитал больше книг, чем увесь твой род аж до 7-го колена. Да я со своим заводчиком, с Юркой, усю политэкономию осилил. За истмат взялся. А ты? А? Что? Не. Ай. Так что подпиши, старшиня.
коли есть справедливость. Справедливость? Ты что, не чуў? Цяпер калгасу кожны чалавек, кожная пара рук пазарэз трэба. Пасяўнаеш у разгары. І ў горадзе таксама сезон на рабочую сілу, асабліва на будоўлі. Вам на пасяўную ды ўборачную. А зімой я вам не трэба. 6 месяцаў паўбезработным туляўся, вуглы падпіраў. Тады не заўважалі мяне, не бачылі. А зараз хопіць. Цэлы год паддаваўся на вашы угаворы. І наогул я вам не прыгонны. І на прымусовыя работы я вам не асуджаны. Ах, вось ты як. Нам. Каму гэта нам? Сам горад? А на кого ты маці пакідаеш? Бацьку інваліда? Хто іх паіць, карміць будзе? Гэта ж іх бульбу трэба адгрузіць, а не маю. Гэта ж ім дастанецца лішняя капейчына, а не мне. Дык табе напляваць на інтарэсы бацькі ды маці? Не дам табе спраўку. І не прасі, ідзі грузі, чуеш? А не, дык не, наогул цябе не было і няма. Не? Ну чаму гэта не? По якому праву, по якой конституції? Не хочу я тут, свободный я ці не? Будешь грузить бульбу, дам справку. А я дык... Не. Не? Не хочу, не буду. Ну и катися без справки. Дякую, старшиня. Цяпер я вольны казак. Могу на ўсе 4. Нехресть! Обормот! Хіба можно так с человеком? Присядь, Владимир Ильич, присядь. Переведи дух и не бери так близко до сердца. День только починается, а тебе уже поспели таблетку под язык покласти. Владимир Андреевич! Тихо, унучек, почекай. Не бачишь, трудно человеку. Расстроил его гэты швед. Справку в город хотел. Ага. Перебег он, гад, нам дорогу. Придется нам с тобой почекать. Ну, не лезьте с тем же под горячую руку. Так что посиди, почекай. Почекай. Ну, что там, Юрка? Да вось, Владимир Андреевич, зводка на дворе, свежая. Давай. Давай. Так, чакаюцца вятры розных напрамкаў ад слабага да моцнага, воблачнасць рэдкая з праясненнямі. Месцамі могуць быць кароткачасовыя дажджы. Всё. А у нас? Як заўсёды невядома. Нібы іх саломай кормяць. Ды не, ўжо і жыць сталі як людзі. І зарабляць. Так жа не. Цягне іх у горад. І чаго ім тут не хапае? Всё ў горад, у горад, у горад. Каб грибы были смачные, так вовки не бегали б з лесу овечек хапать. Что, дед? Это так. Я кажу, у вовка оскомина от белого гриба. Захотелось овечку поспытать. Ну, аппетит не видать. Да не ломай головы, старшиня. Им город потребен. А ты вот хоть и богатый, а город не купишь, не провезешь у село. Воде загвоздка, а? Что, не? Владимир Андреевич, а мой же дед идею подае. Якую ідэю? Толькі, як заўсёды, трэба наадварот рабіць. Што наадварот? Именно наадварот. А ну. Поехать у город и домовиться там з якім-небудзь буйным начальством, организовать тут у нас великий цех. Ага. По вырабу нейкіх там деталей крышак, шпонок, ці яшчэ там чаго. Во-во-во. Узимку ж люди у нас свободные, даем двойный план. А летом и дома, и замужем, и завод, и колгас. Стиранне граней паміж горадам і вёскай на основе вытворчага зліцця, уз'яднання. Ды прывесці горад у вёску, і ўсё, а? Ах ты теоретик доморощенный, философ самодельный. Конечно. А? А что? Может, варто подумать? Правда?
Так, а думать трэба. Думать треба, конечно. Не ўсё, відаць, мы дадумали, не ўсё улічылі. Во-во-во, не додумали, не уличили, проглядели и промахнулись. Молодь утекая. Самая сила бежить. Дед. Не которых, конечно, и послать не грех, вот которые Сталин там, як мой Юрка. Что? А другим нечего там робить, разным прочим шведам. Это мы с вами виноваты, только ваша вина большая, а моя меньшая. А? Что, не? Слухай, стары, надокучив ты мне. Ну, гудишь над вухом, як комар, и в очи намазолил. Ну, что ты постоянно отираешься коля меня? Владимир Андреевич, коли ласка, телефон. Каравай, слухай. А, ну, добре, зараз вийду. Я народный контроль. Я член там. Я, может, фитонцид, коли тебе. Отгоняю от тебе разные шкодные бактерии. Я, может, вока народное. Глаз прижмурений. А он разгневался. Я перед ими так и гэтак, а он все ж таки убрыкнул. Ну, конечно, и яго шкада. Думу яго хапае, голова пухне. Это ж молодь имкнется. Самая сила имкнется. А чему ей не имкнуться? Спрадвеку мужик под колпаком жил. Под колпаком идиотизму деревенского життя. А тут раптом и радио, и кино, и телевизор, и экскурсии разные. Такий свет открыли, что я навод и не подозревал, что он такие огромнистый, розные и забавные. И черненькие, и желтенькие, и в полосочку. Да тут, как не старость, а сам подкасал бы штаны и пошел бы у Киргизию, у Молдавию. Да просто так, для цікавости. Дело ясное. А что? А вот я люблю усю Беларусь, а не только свой хутор, где народился. А, честно признаться, так я свой хутор совсем и не люблю. Оторвал он меня от великого життя. У молодости оторвал. Провязал вот до плетня, до коровиного хвоста. А у песни як пеется? Широка страна моя родная. А с другого конца поглядеть. А кто ж тут працаваць будзе? Хто будзе хлебом кормить? Вось у чым пытанне. Быть альбо не быть. Товарищ Каравай. Ну, заходь. Ты чего тут? А ничего. Да не шапай ты. Алло? Не поспел. Товарищ Каравай, вы что думаете? Колхоз ваша вотчина, что хочу, то и ворочу? Тебе вам наплевать? А что такое, товарищ Кренделев? Что здарылася? Знов які-небудь промах у мяне ці скрыўленне? Не промах, а линия. На якой подставе вы разбазариваете кадры? По городах разбрылись, их это як назвать? Что это? Політичная близорукость? Ці подрыв колгасной экономики? Я у вас пытаю. Ты спокойно, спокойно. Ты на кого кричишь? За что? По якому праву? Я старшиня группы народного контроля, хворею за колгас. И несу отказность. И не мое право проходит мимо того, что тут отбывается. Спокойно, спокойно. Нервы трэба берагчы. Спотребится для семейного счастья. Ты ж пенсионер, а пенсия это заслуженный отпочинок. А ты все жыццё без адпачынку, без перадыху. Трэба берагчы сябе, а ты ўсё амбразуры закрываешь. Алло? Каравай, слухай. Ага. Колькі тон?
А колькі галоў? Добра. Хто павязе на мясакамбінат? Не. Я не могу. Пора ўжо і самім прывучацца. А як вы думалі? Вот ты і павязеш. А ты не давай занізіць укормленасць. На гэтым трацім до 40%. Ты во што? Слухай і на вус матай. Слухай, директор Михаил Михайлович заядлый рыбак. Ну так ты зайди до мяне и возьми у Евдокии Васильевны коробочку с японскими блеснами и лесками. Жонка ведает где. На шафе. Ага. Приедешь на мясокомбинат, не спешайся, не лезь давать коров. Там теперь чарга, чорт ведае якая. А просто до самого директора. Передай привет и коробочку. Коробочку на стол. Ну, скажи, просил передать. Да, ну, скажи, сам хотел приехать. О, грипуя. Ага. Слухай, а ты сам не рыбак? Не. Не треба прикидываться, одразу раскусить. Вот тут, брат, честно треба. Угу. Ну, а потом похвалися, якой укормленности коровы. Запроси полюбоваться, что ты привез на сдачу. Ясно? Ну, поплачься, что великая чарга. Зайди до жонки. На шафе. Вот и приходится так. Сдачу хлеба отрегулировали от мяса, городнину, фрукты. Занизить укормленность и припишут нестандартности кукарекой. И тратишь 30, а то и 40%. Разбой. Да и машины могут простоять сутки каля ворот мясокомбината. Мально заводе так само. Вой доводится. С Японии в запас блесны заказывать. Эх, товарищ Каравай. А что ты там записываешь? Эх ты, Кренделю. Ну, добре, давай. Якую ты там линию зауважил? Утечка кадров назирается. На наших вачах колхоз беднее на рабочую силу, а ты палец об палец не ударил. Да тут же плотину треба, дамбу треба, али затрымать тых, что в город бягуть. Плотину? На людей? Так, плотину, так на людей. Ах, это як? По узору китайской стены? А ты не жартуй. Да нет, да и уже лепей сети раскинуть по всех дорогах и стежках. О, сети ж дешевей, силки Кренделев. Дурачком меня лечишь. А вось як призовут тебя на ковер, на бюро райкома. А я не змолчу. Я скажу, что попередживал, заходи сигналю, своечасово. Вот тогда посмеяйся. А ты не ведаешь, от чего бегут кадры? Не. Не ведаешь? Нет. От тебе. Ну, а брыд ты им до тошноты. Тут мне один рассказывал, такие ширый утекач попался. Дезертиры, перебежчики, летуны! Чему дезертиры? Чему летуны? Яны что? До ворога бегуть. Мне здаецца, імкнуцца ў рабочий класс. Рабочий класс. У перадовый класс. Так, у город. Ближэй до культуры, у навуку. А ты их обзываешь. Вот тебе месца не знайшлося в городе, тому ты и сквернословишь. А дарма, Кренделев, дарма. Караул! Рабуют! Что там еще такое? Ну, что такое? Старшиня, пожар! Горим! Что, дед, снова спектакль? Не спектакль. ЧП, грабеж, разбой. Дед, ты хочешь, каб я дружинников покликал? Хоть милицию, хоть прокурора, только не на мяне, а на яго, на скоромнага. Старшиня, ён же аграбіў, абрабаваў цябе, яго, усіх нас, ён же абрабаваў. Дед, где, кто, калі, кого? Вот яго,
дорогого брата нашего украинского вот до нитки обобрал. Ну, что ты молчишь? Тебе ж рыдать треба. Ну, слезу, давай. Паляниця, уповноважений по нарихтовці бульби. Спеціальний, з України я. Вот, подписал договор с нашим районным нарыхтовщиком Скоромным. Ну, Владимир Андреевич, бери таблетку под язык. По 15 копеек. У нас купляя, а ему продає. Ну, подумай же. Что? Это правда? По 15 копеек. Умову підписали. А вам ён кольки дає? Вот чего не знаю, того не знаю. Знаю, что торговался со старшиной, что копеек по 12. Много, мало. По 12? По 13. По 12. Коли по 12, тоді ми може без його самі, а? Что? Даю по 12. Да у того мы просили по 10. Слухай, а вот столько возьмем из тебе. Только умова. Транспорт твой. Транспорт твой. Ну, коли по 10, ну? Транспорт мой и Магарыч мой. Сёння ж выкликаю автоколону. Ну это ж треба, каб я так, а? Дорогого друга золотого. Який крутель, а? Який махляр. Ну, дед! Я пошел. Дед, ты дай же я тебя обдыму. Ты ж сапраўдны герой, дед. Не здарма тебе ў грамадзянскай іменной шаблею знагародзілі, дед. Была б у мяне, падарыў бы яшчэ адну. Ай, ну як чорту хопіць адно. Дед, зараз жа мобілізуй Юрку, бярыце машину і таго жуліка скаромнага з-пад зямлі мне. Жывога ці мёртвага. Ну, калі не хоча добром, дед. Звязаць у мяшок яго, дед, і сюды. Ёсь, будем выловлены. Юрка. Ну, заяц, погоди. Юрка. Светлана. Светлана, ўсё ў бачок. Так. Оформи с товарищем договор на бульбу на 700 тонн 700. по 10 копеек. По 10 копеек. Владимир Андреевич, а як же той договор на тую самую бульбу? А ніякага договору не было. Ты не бачила, ясно? Ясно, Владимир Андреевич, ясно. Ну вот. Аж Поляныца, иди диктуй. Ходемте, товарищ. Слухай, я нічога, абсолютно нічога не зразумеў. Так я ж тому и не пярэчыў, калі тебе в эту у ревизийную комиссию выбирали. Владимир Андреевич. Что такое, Светлана? Да вас ломтил из министерства. И девчина гэтая с самой раницы сядет, ніяк не прорвется. Да не, давай ломтил. Ломтева давай. Ну, товарищ. Товарищ Ломтев, заходите, Крылатка. Павел Петрович, яким ветром? Ну, не чакаў, рады, вітаю вас, вітаю. Добрый день, Павел Петрович. Не уже, товарищ Ломтев. Вы почакайте. Почакайте столькі, колькі і я тут з самого ранку. А что гэта за парадки? Хто понахабней, той преться к вам, а элементарно культурный человек. Сяди и чакай. Слухай, а ты кто такая, а? Ты что, журналист-корреспондент? Я у тебя пытаюсь, кто такая? Не ты, а вы. Коли ласка, я просто не заўважыў вас. Разбярыся. Ну, гэта товарищ з міністэрства. Разумеешь, з міністэрства. Так я так само з Министерства культуры. Вось, коли ласка, направление. Ну, зараз разберемся, зараз. Людей треба зауважать. Хіба вас у школі не вучили? Першим зайсці треба спитати дозволу, постукаться. Прабачце яшчэ раз. Павел Петрович, такая синичка, а клюется. А я не синичка, я библиотекарь. Меня накіравали к вам. Як гэта ко мне? Ну, не к вам асабіста, а ў калгас. А ці надоўга? Так, а калі назад? А я назаўсёды сюды. А ты что, сама, сваёй ахвоты? Сама, по сваёй ахвоте. А что? Дивно, вельми дивно, а? Слухай, а ты...
Не ты, а вы. Так, а вы часом не з дефектом яким-небудь? А в вашем селе что, все дефективные? Якая колючая. Звичайно, такі у город і рвуться. А от ти... Так это звичайне, а я незвичайна, як ви. Тільки зорочки няма, шкода, що й не буде. Чому ж ви ще молодая? А бібліотекарам не дають. Значить, ти назавсёди сюди? Назавсёди. Не, серйозно? Серйозно. Я завсёди серйозна. Ну, молодчина, молодчина. Значить, діло буде, толк буде. Значить, ти назавсёди сюди. А вось товариш Ломтів не назавсёди. І, як мені здається, на короткий час. Ну, високе ж начальство надовго не приїжджає, Павел Петрович. Так ось у нас час буде і погаманіть, і поспрачатися. Ти вон зараз унь там тихенько посиди. А я тим часом доведаюся, з чим до мене високе начальство приїхало. Но ты ж не спешаешься. Я не спішаюся, конечно. Я можу почекати яще. Посидь, посидь. Дик вось, дорогі Володимир Андреевич, приїхав я з отказним дорученням, порадой, просьбой, рекомендацією, як хочеш лічи. Ну, просьба начальства стражей загада. Вот так, дочка. Наш шеф завзятий ентузіаст сенажу. Ага. Він переконаний, що тільки сенаж може вирішити кормовую проблему. Так у меня был сенаж. Честное слово, был. И, як мне докладывали, неблагий, так? Так, а что? Так вось, у гэтым сезоне трэба падрыхтавацца і закласці столькі сенажу. І так арганізаваць справу, каб да вас у маяк можна было возіць прадстаўнікоў калгасаў, саўгасаў для перадачы вопыту. Правядзем у вас семінары кіраўнікоў абласных арганізацый, раённых. Карацей, короче, вы увесь час будете у фокусе. На вашем прыкладе будем вучыць людзей. За что ж на меня такое, товарищ Ломтев? Гонор, вялікі гонор. Даручаюць табе пачэсную і адказную справу. Не мела баба клопоту, купила порася. Якое тут може бути порося? Ёсць ганаровае заданне, пачэснае, значит, трэба. А калі трэба, то будзе. Будзе зроблена, товарищ Ломтев. 1003 тонн здужаеце? А чаму 3? Меней нельга. Меней не той эффект. Нет, тут подумать трэба. Да нечага думаць. Калі ёсць непасрэднае ўказанне, значит, думаць не трэба. А? Что? Каравай, нам патрэбен сенаж. Разумееш? Патрэбен. І каб арганізаванасці, якасці. Ну, калі ёсць якія-небудзь цяжкасці ці вузкія месцы, устранім. Калі ў чым патрэба, дапаможам. Ах, патрэба? Дык вось тут думать не трэба, крэнзеляў. Цемент трэба, машины, запчасткі, полиэтиленовая пленка, ветровое шкло для Волги, Павел Петрович, трэба. Ветровое шкло і сенаж, крэслы і сенаж для каго? Шифер для коровника, киноаппаратура для широкоэкранного. Павел Петрович, асфальт на 3 километра трэба. Павел Петрович. 400 кресел. О, 10 добрых жаночых шерстяных костюмов для премирования трэба. Стоп. Загнули, товарищ Каравай, загнули. Я за гроши, не за пригожие вочы. И яшчэ, Павел Петрович, ГАЗ-69 для инженера, ну, просто, потребно. Все? Минутку. Алло? Гэта я, Каравай. Слухай, ёсць магчымасць тое-сёе выпрасіць у начальства. Ну, што-небудзь вельмі дэфіцытнае. Багатае. Ну, высокае, значыць, багатае. Стоп! Павел Петрович, лятучку для ремонту в полі. А для библиотеки что? А что б ты хотела?
Где твоя заявка? Книги. Много книг. Ну? Я ведаю, чего у вас нема. Таких книг и в городе не достать, у селей подобно. А, Павел Петрович? Я этот спис давно составляю. Ну и народ, его народ не губляется. Ну давай твой ваш спис. Цікаво, цікаво. Да, Кренделя, а тебе что? Мне? Мне плакаты для наглядной агитации. Плакаты будуть. Ну так что тут у спису? О, это ничего, вот, Чингис, Айтматов, Шемякин. Шемякина я читал. Добре пише. А ось гэтага я не читал. И я не читаю, вось гэта я не читал. Я так само не читал. А Вознесенского, вы думаете, тут у вёсцы зразумеюць? Зразумеюць. Ну, калі нават я іншы раз дома ўсёй сям'ёй галовы ламаем. А ён піша для догадливых. О, Евтушенко. А что им особливого? Выкреслить? Кого? Евтушенковага! Знайшли фігуру! Яку ж, здається, раскритикували. Ну і що? А нам така література не треба. А вам ніякої літератури не треба. А ось ви для літератури вельми потрібні, як прототип. Ну-ну! Я прошу без типов. Ну, як правобраз. Ой, то-то ж. Ой, дочекаешься от их правообраза. А як тебе зовут? Вера. Вера, вот ты приехала сюды, а что бацькі на гэта сказали? А яны нічога не сказали. Ну як так нічога? Ну, а ты з імі пагаварыла, параілася, а раптам яны запярэчаць. А яны не будуць пярэчыць. А дзе яны жывуць? У горадзе? Не. У калгасе? Не. Что, на место забрались эти, что? А я сама. У мяне няма бацькоў, я дзедомаўка. Сирота, Павел Петрович. Вот что, Вера, будешь у меня за дочку. Дякую, товарищ старшиня, але я сама. Кватэру дайте. Дуся, гэта я. Дуся, зараз да цябе прыйдзе дзяўчына Вера. Дзяўчына, яе завуць Вера. Прымі яе на ўзроўні. Так, на самым-самым. Ну, як мы прымалі першага. Ага. Яна будзе жыць у нас. Так, яна вельмі вялікі начальнік. Ну, все. Ну, Вера, иди. Там тебе чакаюць. Дякую, товарищ старшиня. Але я сама, я самастойна жыць хачу. А як же иначе? Самастойна и толькі самастойна. Ну, а пакуль што пагасцёеш у мяне. А як твоё прозвішча? Невядомая. Вера Николаевна невядомая. І прозвішча такое рэдкае, незвычайнае, як і сама. Ну, иди, Вера Николаевна. А я ж не ведаю вашего дома. Ах ты, ластовка. А ты сама, самастойна. А ты у поводыры язык возьми. Дякую. Ты не упирайся, я тебя поставлю на ковер. Ах ты, дед, ну, Владимир Владимирович, что у вас такое творится? Этот дед хотел меня скрутить, так я его скрутил. Давайте разбираться, что такое у вас робится? Хвилиночку, зараз разберемся, Разберемся. Товарищ Кренделев, проводь товарища Ломти в гостиницу, латкуй. Ага. Павел Петрович, вот там наша столовая, подсилкуйтеся. Ну, а потом сюды и будем вырашать справу. Гостиница тут недалеко. А вось за гостиницу и столовую, Павел Петрович, нам не стыдно. Прошу. Павел Петрович, прошу. О, Владимир Андреевич, вот он наш ненаглядный. Так. Да яго ж картинки малявать и теми картинками цукерочки обгортывать. Что ты мне цукерочки, что ты мне картинки? Кого я бачу? Здоров! Привет! Здоровенько були! Здорово! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что?
А чого то ви тут, а? Ну вам же не треба було турбуватися, у мене же все аккуратно, все готово. Я ж чоловік слова. Все. А он и не турбуется. А вот мы... Разумеешь, помылочка у нас вышла. Не тую печатку я притулил на договор. Ягода я переблытого. Этот склероз. Склероз. Владимир Владимирович, этот склероз. Ну, переблытывай, тискану тебе печатку кассы взаимодопомоги. А я наш незаконные на таким договоры. Да ты вынь с портфеля и потекался, да? Ну, потекался. Не, нічого, я довіряю такой. Ну, печатка взаємодопомоги має глибокий сенс. Я не формаліст, Владимир Андреевич. А, ну тогда все просто, коли не формалист. Значит, верни нам наш договор. Ну, мы зад об зад и разыдемся. Кто далее хочет? Да нет, дед, да без шуму, гам. И мой договор так само. Да? Ага. Вы что? Да вы что, Владимир Андреевич, я вас лечил серьезным человеком, а вы... Плевать я хотел на то, кем ты меня поличишь. Верни назад договор, жулик. Чуешь? Отдай портфель. Дед, отдай сюда. Вот, Куда ты скопил мой портфель? Отдай сюда. Ось он, нелегкая эта задача. Отобрать у человека портфель, який кормить его досыта. Одно слово. Портфель, а? Кормите, поете, на почестное место садить. Ось, Владимир Андреевич. Ну, ты теперь разумеешь, что такое дружба народов. Это коли я белорус, да и он белорус. Дед, а ты белорус? Не быта. А что? Може, прабабку і догнав який половець, але при переписі лічився білорусом. Я, да и он белорус, дружно идем бить своего ж. Скоромный. Ты какой нации? Белорус? Чистокровный. О! Дружно идем бить чистокровного белоруса за то, что он хотел покрывдить брата украинца, хотел ошукать его. Так вы что? Вы что, меня еще бить собираетесь? Да не, теперь только гладить будем. Гладить. Ну, а теперь, товарищ Каравай, давайте подпишем наш договор, який уже без подману. И сегодня начинаем грузить. Ну, Владимир Андреевич, я дзейнічаў актыўна, як твоя правая рука. Верно. Думаю, что знак пашаны заслужыў. А то ўсе ўзнагароджаны за мирный труд, а я ўсё шабляй за грамадзянскую войну хаджу. Дык я один на ўвесь калгас, без медалю, без ордена. А то, можа, и на ўвесь район. Диковинка. Хутка на экскурсии будут проезжать, каб подивиться на меня. А? Что, не? Дед, узнагароду ж не просят, а получают. Улічы, старшыня, узнагароду звялічыць не только мяне, але и тебе. Да ты философ, дед. Это что, Юркова наука? Школа завочника? Не, это самостойный урок. Мой же дед вундеркинд. Ось як. Ничего, мы с вами все споткаемся. Владимир Андреевич, ломти, вы крендель уйдут. Коли ласка, Павел Петрович, сідайте. Дякую. Зараз я тут трохи приберу. Дед, так, ну вот теперь, унучек, настал и твой час. Самая минута подкатиться до старшине. Ага. Проси, давай. Владимир Андреевич. Ага, что? А теперь, коли ласка, решайте мою справу, мою просьбу. Пробачте, товариш Ломтів, я його зараз відправлю і потім візьмемося за справу. Коли ласка. Молодчина хлопець. Ну, а просто того, що він моя правая рука. Ну, мой адъютант, шофер и доморощенный философ-завочник. Это мой унук. Ага. И он сегодня, ну, просто подвиг отмочил. Ну? No. Вот каб не он... И не я. И не дед. Касса колгаса не долечилась б 14 тысяч... О, молодцы. Ну, Юрка, давай твою просьбу. Владимир Андреевич, отпустите меня в город. Мне в город треба. Да коли ласка, Юрка, хоть на... Чекай, на 3 дні. І я ще командировку випишу. Клади
под язык таблетку, старшыня. Мне не на 3 дні. Мяне назаўсёды адпусціце. Як? Назаўсёды. А я? Я ж без тебе, як без рук, Юрка. Ты что? Дисциплины не ведаешь? Ты ж секретарь комсомольского комитета. Вось вам, товарищ Ломтев. Хвалили его, малайчины, удалец, а он дезертир для туны перебежчик. Но. Ты лягчей. Это мой унук. Значится, и ты? И я. А может, и ты, дед, а? Утекаете, зматываете в удочки, а тут усё хоть пропадом пропадай. Отпускай тебя. Чего стоишь? А мне и тут хорошо. А как был молодейший... И молодейшим был кулацким подпевалом, а теперь унука выгадал по своей мерце. Что не так? Ты на кого это кричишь? А? Ты что, знал за старое? А ты чему-то обзываешь меня и внука моего всякими такими розными словами? Да мы за народный интерес только что подвиг отмочили. Подвиг отмочили. Можно сказать, усенародно перед старшиней нашим доказали свою прихильность и отданность. А ты... Стоп, дед, стоп! Не стоп, старшиня, не стоп. А чому ему не поехать в город? А для чего он обовязково повинен киснуть тут? Ну ты ж ведаешь, якая его голова, якая светлая, якая государственная. Да и он министром может стать, вот коли только разгон ему дать и дистанцию с перспективой. А тут? Якая тут дистанция? До чего он дорасте? Ким стане? Каб кожного тут, як ты, пенсионер, попихал его? Не, и он поедет в город. З яго ж головой ён проб'е себе дорогу такую, что вот, ну, як у песни, грудью проложим себе. А вось вы, товарищ... Товарищ Цибулькая. Цибулькая. Товарищ Цибулька, растолкуйте мне, коли ласка. Ну. Чему именно в город? Чему именно в начальство? Так. И чему именно в министры? Вось, Павел Петрович. А что, коли все захочут стать министрами? Владимир Владимирович, а что, хиба и вы метите в министры? Кто, я? Ага. Не, я не мечу. А, ну, вы не, и я не. Значит, уже не все туды метить. Вот моя баба так само туды не метить. И я добро ведаю, что Владимир Андреевич... Что? Ну, отчувая себе на своем месте. Ну, чему ему? Молодому человеку не отабориться тут на постоянно. Ну, на что ты потураешь усім своим внукам, которые в город рвутся? Всех туды выправил. Не у всех. А Петька, мой Петька, вертается из армии, вертается, значит, уже не у всех. Вот, и он и будет кормить у всех своих, что в городе. Ну так, одного вернулось, себе их отправил. Да вы что, не ведаете, что революция давно замацовала право на свободу, ровность и братство? Да и не вам, товарищ Кренделев, его отменять. Что, съел, а? Не, вы чули? Чули, товарищ Ломтев? Формулировочка. Ах, твое счастье, что... Что минулся той час... Так, нездоровая тенденция и не зусім зразумелая. А все-таки, товаришок, а вот як вы себе все это толкуете? Я? Вы? Такая тенденция, такая социальная з'ява, як интенсивная миграция сельской молоди в город. Вы разумеете, что означает слово «миграция»? Ну, давай, разберемся. Так вот, такая нездоровая з'ява назирается не только у нас, але и у інших районов. А чему это уже урбанизация стала нездоровой и на жаль? Ух ты, а он эрудит. А зараз разберемся, кто ерундит. А я лечу, что натуральная з'ява. Вот натуральная и все. Здоровая ти не вельми здоровая, на жаль ти не на жаль, а я на ёсь. Ёсь и все тут. Вот тут хоть за кукарекой, а не отменишь и все. Юрка, а ну-ка, растолкуй ты ему, як мне учора. Давай, крой. Ну, гэта нават малыя дзеці ведаюць. А ну, Юрка, давай. Навукова-тэхнічная рэвалюцыя захапіла і сельска-гаспадарчую сферу дзейнасці чалавека. Ну, от бачылі, колькі новай тэхнікі прыбыло до нас у калгас толькі учора. Пачынаецца новы спосаб вытворчасці, камуністычны. Вот, новый способ работы.
Гэта як у Карла Маркса. От я хутка асілю яго капітал, я вам тады сам буду даваць прыкурыць. Тэарэтычна прыкурыць. Дык вось, ён гэты новы спосаб вытворчасці наражае новыя з'явы ў палітыцы, эканоміцы, сацыяльнай сферы. Ён дыктуе свае заканамернасці ў пераразмеркаванні вытворчых сіл грамадства. Вось дзе корань міграцыі, натуральна? Так, на жаль, не эканамічная заканамернасць. От як чётка, як ясна. Малачына, светлая голова. Ён у мяне завочнік. 3 курсы агораў. А вот на 4-й и 5-й он поедет туды, на Вочны. Кропка, я сказал все. Давай. Вот что вы сказали про будковую фабрику, якая зношвала б 40% свою продукцию? Пантофляў, чаравікаў там, а? Что, закрыли б такую фабрику? Правильно, такую фабрику закрыли б. А вось наша фабрика «Сяло» з'ядае 40% свою продукции. Смешно? Да трэба круціць, вяртець мозгамі, каб павысіць прадукцыйнасць працы, а не трымаць за палу лішняга чалавека. Невыгадна гэта, не па-сучаснаму. Ну, брат, і тэарэтыкі тут у вас, Владимир Андреевич. Просто не чакаў, дзіва. Можа, усюды так? Можа, я адстаў? Ой, отстал, не сомневайся. Вот она, навукова-тэхнічная рэвалюцыя, транзістор. Вот, самая наиновейшая тэхнічная навіна, яна тут, у мяне на далоні. Не той цяпер мужик пайшоў. Хопіць сёрбаць лаптем боршч. Спосаб работы, гэта табе не фунт изюму. Ты вот что? Ты тут не закручивай догматизму. Нахапаўся цитат и скандируешь тут, як той китаец. А тут все ясно, як божий день. Перестали яны, молодь наша, землю поважать, ценить ее, любить. Вот тут корень зла. А ты, старый человек, и потураешь им. Ну, что правда, то правда. Утратили поэзию сельской працы. А ранее песни, якія были. Ой, Павел задушевные, певучие. Ох, вы кони стальные. А? Что? А теперь что? Чеки-брыки, вы каблуки? Фу, черт. Подичели, от рук отбились. Нема на их твердой руки. Не любите они землю свою. Не любит свою землю. А на что ее любить? Земля она есть, земля. Вот ты ее любишь, а не носишь за пазухой, ці ў кішэні, ў партманетику. Вот коли копейчину любишь, так и дрожишь над ёй. У цяплейшае месцейкае, у кішэньку, что каля сэрцайка. Рублёўку любишь, так оно и видать усім. А земля... А чему ж ты, вот, коли ты любишь земельку, чему ж ты, идучи в хату, обметаешь веничком, обшкребаешь тресочкой со своих ботов? А ты бы любую взял бы, да и в хату. Да на почестное место я, на стол я, дорогую золотую. А? Что? Не? Так же не. До порога твоя любовь. И правильно. Потому что любить ее под золсу, глинок, песок. Может, еще загадаешь мне барану полюбить, оглоблю, капаницу. Не, ну, смешно, конечно, у Владимира Андреевича. Конечно, смешно. Что? Для тебе наша земля – это грязь, болото, песок. Ах ты, контра! Ты ведаешь, что за гэтую землю якія люди головы свои положили. Народовольцы на висельных помирали на эшафотах, гнили на царских каторгах. В революции кольки большевиков головы свои сложили за землю для селян. Кольки их расстреляны белогвардейцами, посечено шашками, спали на паровозных топках. Вольница Степана Разина четвертована на лобном месте. Повстанцы Булавина, Костуся Калиновского горячей кровью заплатили за землю. И ты еще пытаешься, за что ее любить землю, обмытую кровью народа? Эх ты! Ось так, дед. Тако, куди ти повернув? Значить, я контра, а ти
Стеньку Разіну і Пугачову найлепшы друг. От тады трэба даваць здачу. І растолковать табе, калі ты можаш хоть что-небудзь зразумець. Вот первое что. Калі я стаў законным пенсионером, полностью забеспеченным на прожиток, я апынуўся як бы без конкретного дела. А это что? Для селянина что? Скажу я вам. Ох, и трудная эта работа. Сидеть без дела. Вот як у президиуме так вот. Ось тады я и задумался. Перапродумаў все жыццё. И свое уласнае, и деда, и прадеда свайго, а также и внуков, и правнуков своих, якія ёсць, и якія яшчэ будуць. Вот раз ты зачапіў былое, то я тебе обратно раскрою былое. И думы. И думы. Вот ты потревожил светлые головы Стеньки Разина, Пугачева, народовольцев, героев революции и громадянской войны. Не, брат, не твоим котелком, не твоим чугунком переварить их светлые мечтания и надеи. И это дело мудрое, тонкое и хитрое. И это тебе не только абы что вот про это самое, а оно, да Бог ведае что. И коли на то и пошло, коли хочешь у сутности разобраться, так не тому бывало от того, а зусим наоборот, от того и бывало, потому что вообще в частности, понял? Не раскумекать тебе это. А тому возьмем конкретно и просто по буквару. Вот ты попрокаешь меня и внука моего за то, что мы не любим землю. А за что я ее любить? И не за то, что эта земля меня, батьку моего, деда и прадеда вековечно стогодзями без жалю горбатила, гнула додолу, тягнула за кишеню грязь, у багну болота. Гэтая ж земля за тысячи годов насквозь промокла от людского поту, набракла от горьких мужичих слез. Ступи на я, так она ж чвякая. Вековечно я стоял перед ёй на коленях, по крупице ператер ее всю пальцами, бил земные поклоны, рыдаючи читал перед ёй молитвы, просил я и ласкою, и в гневе, как прокормила детей. От зорки до зорки, от темна до темна, гнув спину, не поднимаючи очей к небу, к жаворонку, пригожости, и так веками, до самого конца, аж покулі самого не покладуть у сырую земельку. Так за гэта яе любить? Ох, як бы не так. А чему ж тады я, неумиручий, бессмертный мужик, пошел за Пугачевым, за Разиным, за Лениным, за Чапаем, да еще с песней за землю, за волю, за лепшую долю? Чему? Сказать, что провел меня у их дружины, у их отряда, у их полки. Думаешь, любовь до земли? Не. Голод. Крыўда. Яны вели мяне туды. Ох, гэта земля! Дык яе хапала і тады пры панах. Вот рабі на ёй і любі яе колькі хочаш. Хоть цалуй яе, хоть лежи. Толькі ж плады працы твоей доставаліся чорту лысаму. Пану дармаеду, купцу, цару батюхне, папу, чиновнику, жандару, а не тому, хто руки мозолил. Я ж тую землю песцю, нянчыў, засяваў, палоў, жаў, кожнае зернятка пальцамі перашчупаў. А потом сам заставаўся голодным. Детки пухли с голодухи от бесхлебицы. Что, не крыўдна, не болела душа? До слез кровавых крыўдна было. Ось так вот, до удуша. Паны дармаеды сытые яны любили землю, а я ненавидел яе. Вот гэтая ненависть, крыўда, голодные дети и надея на вольный труд гнали меня на смертельный бой. Вот чему не страшно было идти на эшафот, стоять перед расстрелом, гнить на каторзе. Ух, гэта земля!
И не в том дело, любить, не любить. Да ее не любить треба, а взять ее за грудки, да страсануть, да запатрабовать, каб давала полной мерой, давала все, что нам треба. Ну, конечно, что ей треба, Владимир Андреевич, вот так вот ей треба угноение, химикаты, гербициды. И не пальчиками пестить ее, перетирать, не капаничкой, а драть ее тракторами, бульдозерами, коновокопальниками, баронными сеялками и брать одея у 2, у 3, у 5 разов больше крадей. Хай платить за пот, слезы, кривду и боль, за великие ахвяры каторжников и повстанцев, за бессонные ночи специалистов, бригадиров, агрономов, старшинь. Ох, это земля! А вот пригожость, что на ее расте, любить треба. Хлеб, яблоко, вишня, кроп, клеверок, жаворонок, травка луговая. Ох, як пахне, аромат який. А там ква-ква, тисоловка с переливами и люди счастливые, с песнями. Вот за это можно и житье отдать. Только детям и внукам вольно дыхать, вольно жить и вольно працевать. Так что, внучек, перед тобою воля, иди. Ой, Что с тобой? Дед, Не-не. таблетку. Не треба. Пройди. Ну, брат, колькі год побач прожыў, ні адзін пуд солі разам з'елі, а не ведаў, што ты жывеш во гэткім размахам. А, Юрка, дед які? Толькі трэба адрозніваць земля, звычайнае поле, ну, земля сродак вытворчасці. И земля – символ родимы. Во-во, родима. Это самое святое. Вы только не крыўдуйце на мяне, Владимир Андреевич. Ну, ведаеце, прыйшоў час шукаць сваё месца ў жыцці. Вось вы знайшлі яго, і я вам зайздрошчу. Я ж не цёплае месца шукаю, а сваё, каб ад мяне максімум карысці было. Ну, гэта ж ваше правіла. Толькі не трэба на мяне крыўдаваць, добра? Я не крыўдую на тебе, Юрка. Только вось час ты выбрал неподходящий. А так что ж, иди шукай свое место в житті, покуль молоды. Хотя вот Верка сюды приехала шукать. А концевый бригадир наш так само тут. А трактористы, моя железная гвардия. А дед тому и бунтуе, что дагэтуль яшчэ шукае, хоть век свой пражыў ужо. Тому и за тебе так воюе, свою мару тебе перадать хоча. Я его разумею. Что ж, Юрка, иди. Только где б ты ни был, куды б ни поехал, у якое кресло не сел бы, не забывай нас, село наше, от деда своего. Не отрывайся от нас. И обовязково люби человека. А любить человека архитрудная справа. А про меня ты правильно подметил. Свое призвание я знайшоў тут. Усе радости, нягоды, усе пачатки и концы мои тут. И ты не гляди на таблетку. Я еще долго жить буду. Вось у чым асаблівасць нашей селянской души. У чым сакрэт є терпливости,
жывучасці, неўміручасці. У тым, што мужик, селянін вечна чакае і надеецца. Пасее, а зімай чакае, ці ўзыдзе. А ці выпадзе снег, ці прыкрые пасев ад марозу. Вясной лед снег з поля, ён сам у поля. А ці не вымакла, ці не вымерзла. Пасее равой ізноў жа. А як узышло, а потым чакае, як закласуе, як закрасуе, а як наліваецца. Чакае сонейка, чакае дожджыка, чакае вясны, чакае жніва. От сёння зробіць, а вынікі не тут же на далоні, а трэба чакаць. От ты няма калі паміраць мужику, не ўсё даведзена да канца, а канца ж таго і быць не можа. От чаму даўгавечны мужик. Чаканне і надзея яго цалебныя лекі, самыя лепшыя таблеткі. Ну, а прыйдзе час перабрацца от туды, на горку, пад бярозку. Дык і там буду чакаць. І адтуль буду любавацца, а як узышло, а як каласуе, красуе, наліваецца жыццё наша. Да не, ваша. Ось яно, хлопче, якое прызванне наша. І ўсе гэтыя чаканні не толькі для сябе, а каб людзям, чалавеку гасцінец паднесці. Хлеб. На канале «Культура» гучала другая заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Таблетку пад язык» па аднайменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Ролі выконвалі Каравай, старшыня калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, дзед Цыбулька, калгаснік-пенсіянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Юрка, яго ўнук, акцёр Александр Вавілаў, Аксана Смятанкіна, маці-адзіночка, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Тамара, яе дачка, заслужная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальшэўская, Іван Швед, артыст Уладзімір Кінкамінскі, Лідія Сямёнаўна, настаўніца, заслужная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч, Васіль, яе сын, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Святлана, сакратар-машыністка, актрыса Святлана Нікіпелава, Канцавы, брыгадзір-аграном, акцёр Юрый Аверьянаў, Вера невядомая, бібліятэкар, актрыса Алла Ельяшевіч, Ломцеў, прадстаўнік зверху, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Крэндзелю, пенсіянер, старшыня групы народнага кантролю, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Скаромны, раённы нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч, Паляныця, нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Луцевіч, сяброўка Святланы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, сяброўка Тамары, заслужная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля, народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка,
рэжысёр радыёверсіі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Александр Гіль, гукааператар Тацяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Мехаў, кампазітар Дмітрый Смольскі. Год запісу радыёверсіі спектакля «Таблетку пад язык» 1978.